Здравствуйте, в эфире «Настоящее время» из студии в Вашингтоне. С вами Игорь Тихоненко. И сегодня в программе. Все в топку. В России начали уничтожать санкционные продукты. Донецкие недовольны действиями наблюдателей ОБСЕ. «Настоящее время» пыталось разобраться, почему. И мир вспоминает жертв атомной бомбардировки Хиросимы. Но начинаем мы по традиции с новостей из Праги. Катерина? Спасибо, Игорь. Все самые важные события дня в программе «Настоящее время» из Праги. Я Катерина Кочкина. Здравствуйте. Отца бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского допросили в Следственном комитете России по делу об убийстве мэра Нефтеюганска в 1998 году. Борис Ходорковский был очень удивлен повестке и от комментариев отказался. Адвокат Ходорковского-старшего считает, что Следственный комитет пытается оказать давление на бывшего главу ЮКОСа и его семью. Я считаю, что это давление на семью Михаила Борисовича Ходорковского. Беспардонное. Потому что на следующий день после дня рождения, на следующий день после годовщины смерти супруги следователи приносят повестку о вызове в Следственный комитет. Я думаю, всем ясно, что это давление на самого Михаила Борисовича. Следственный комитет возобновил расследование убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в конце июня этого года. Тогда же в ведомстве заявили, что одним из подозреваемых станет сам Михаил Ходорковский. Напомню, в 1998 году Владимир Петухов был застрелен наемным убийцей. Незадолго до гибели мэр требовал возбудить уголовное дело в отношении руководства компании ЮКОС, базировавшейся в Нефтеюганске. По уголовным делам, связанным с убийством Петухова, были осуждены двое бывших сотрудников компании. В Азербайджане прокурор предложил осудить правозащитницу Лейлу Юнус на 11 лет. Ее муж, историк Ариф Юнус, может получить до 9 лет тюрьмы. Во время заседания суда Ариф Юнус потерял сознание, и ему пришлось вызывать скорую помощь. Супруги Юнус были арестованы летом 2014 года. Их обвиняют в государственной измене и ряде экономических преступлений. Адвокаты правозащитников и международные организации считают, что супругов преследуют по политическим мотивам. Все в топку. В России начали истреблять запрещенную еду. С сегодняшнего дня вступил в силу закон об уничтожении санкционных продуктов любым способом. Уже есть первые жертвы. В Белгороде катком раздавили 10 тонн сыра. На границе с Беларусью уничтожают персики и нектарины из Евросоюза, а мясную продукцию сжигают в печах сразу в нескольких регионах. Таможенники ведут видеосъемку процесса. Материал моего коллеги Александра Касаткина. В печь отправляются сотни килограммов мясных продуктов. По словам таможенников в Белгороде, на коробках было написано, что внутри украинское сало. Но под этикетками была обнаружена надпись «Сделано в Дании» и предназначена для реализации на территории Украины. Чиновники надзорного ведомства решили, что продукция подозрительна, и распорядились ее сжечь в полном соответствии с недавним указом президента. Любая продукция, на которой отсутствуют документы, представляет собой угрозу для безопасности и подлежит утилизации или уничтожению. Еду жгли во вторник и в Самарской области. В Россельхознадзоре заявили, власти Бразилии в ответ на их запрос сообщили, что эту продукцию в Россию не поставляли. Коллеги подтвердили нам то, что мы подозревали сами, то, что таких сертификатов они не выдавали. То есть это чистая фальшивка, а продукция, по мнению наших экспертов, была выработана в Европе, скорее всего, в Польше и Германии. На минувшей неделе российское правительство утвердило процедуру уничтожения санкционных продуктов. За несколько дней петиция, призывающая власти отменить ее и раздавать продукты бедным, сиротам и ветеранам, набрала более 260 тысяч подписей. Но не все россияне придерживаются такого мнения. Но это со стороны политики, поэтому это сложно, наверное, объяснить. Я считаю, это правильно. Развитие, так скажем, отечественного продукта. Считаю, что мера оправдана. Ну, конечно, надо. Пускай развивается российское производство. Почему бы и нет? У нас много всего своего. 23 миллиона человек в России, по официальным данным, живут за чертой бедности. Это значит, их доход составляет менее 10 тысяч рублей или 160 долларов. Александр Касаткин, Мария Яблонская. «Настоящее время».
Ухудшение отношений России и Америки началось задолго до аннексии Крыма. В 2012 году послом США в России был назначен Майкл Макфол. В то время его предупредили, что в преддверии третьего срока президентства Путина внешний враг уже определен. Об этом бывший посол рассказал в интервью «Радио Свобода». Один из высокопоставленных кремлевских чиновников мне сказал: «Не принимай это на свой счет. Нам просто сейчас нужен враг. Для электоральных целей, внешнеполитических. США очевидный кандидат. Путин сейчас использует риторику борьбы против зла, нацистов, НАТО, пытается договориться с дьяволом». Люди гибнут из-за вас. В Донецке прошел митинг против специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Около гостиницы, где расквартированы наблюдатели, собрались около 200 протестующих. Правда должна быть, а не вранье. Почему вы врете, а? У вас должна быть правда. Митингующие подогнали к отелю цистерну с красной краской. Краска, по их словам, символизирует кровь погибших мирных жителей. Протестующие потребовали от представителей ОБСЕ посетить районы, которые ежедневно попадают под обстрел. Выслушав местных жителей, представители миссии заявили: делают, что могут. Гражданская невооруженная миссия. И согласно нашего мандата мы мониторим, собираем информацию и докладываем. Это все, что мы можем сделать. И мы делаем это и будем делать это для вас и для всего мира. Пресс-секретарь специальной мониторинговой миссии в Украине Майкл Бацюркев в интервью нашей программе заявил, что ОБСЕ продолжит работу в регионе, несмотря ни на что. Это второй протест за все то время, что мы здесь работаем. Нам показалось, что те, кто пришел сегодня к отелю, протестовали против конфликта. Мы считаем, что они очень многого ждут от миссии. ОБСЕ остается в регионе как минимум до марта. Многие хотят, чтобы миссия продолжала свою работу. Трудно представить ситуацию, в которой ОБСЕ не выполняла бы свои очень важные задачи в регионе. Более 35 тысяч украинцев имеют на сегодняшний день статус участника боевых действий. В теории им положен целый ряд социальных и материальных льгот. Однако на практике все обстоит иначе. Почему, разбиралась Ирина Кононенко. Евгений Николаенко 1,5 года отвоевал в зоне конфликта на востоке Украины. Вернувшись на мирную территорию, продолжил войну. Только противником уже стало собственное государство. Государством положено санаторно-курортное лечение раз в году. Из участников АТО я не слышал, чтобы кого-то отправили. Каждый участник боевых действий имеет право на льготы, уверяют в Министерстве социальной политики. Льготы, о которых идет речь, это обеспечение медикаментами, предоставление санитарно-курортного лечения, путевок или компенсация. Также жилищно-коммунальные услуги, бесплатный проезд в местном транспорте, в поездах и автобусах. Но на деле Евгению удалось добиться лишь оплату коммуналки со скидкой. А вот 20-летний Игорь Шимочек уже целый год пытается оформить участника боевых действий, чтобы иметь право хотя бы на бесплатный проезд. У меня уже должно быть удостоверение, но мне его по сей день оформляют. Некоторые даже после мобилизации без удостоверения участника боевых действий. Поэтому коммунальные платежи без изменений. И лекарства тоже за полную стоимость покупаю. На сегодняшний день статус участника боевых действий получили почти 68 тысяч украинцев. И лишь некоторые из них могут полноценно воспользоваться своим правом на скидку за услуги ЖКХ или бесплатное лечение. В Минсоцполитике уверяют, что решают такие проблемы как могут. В этих случаях все бюрократические ограничения, которые можно снять, мы снимаем в максимально краткий срок. Правительство, в свою очередь, обещает уже в августе создать так называемое «единое окно». Но пока десятки тысяч военных остаются без помощи и лишь пытаются достучаться в кабинеты бюрократии. Ирина Кононенко, «Настоящее время», Киев. В Северокавказском военном окружном суде состоялось очередное слушание по делу украинского режиссера Олега Сенцова, которого обвиняют в терроризме. По версии стороны обвинения, Олег Сенцов со своим приятелем Александром Кольченко весной 2014 года подожгли дверь офиса русской общины Крыма, а также окно в офисе партии «Единая Россия» в Симферополе. Сегодня Олег со скамьи подсудимых рассказал, как был задержан сотрудниками российских спецслужб и как его пытали, требуя признаться в создании террористической группы. Настолько трудно было сидеть в этой группе, поговорить о деньгах. Когда я продолжал отказываться, меня начали клиентами удушения, следствие, когда душат пакетом, до того, ты теряешь сознание.
Я это много раз видел в кино, ваша честь. Никогда не понимал, как люди на этом ломаются. Это очень страшная штука. Обоим фигурантам дела грозит до 20 лет лишения свободы, если суд сочтет их действия терактом. Время передавать эфир коллегам в Вашингтоне. В США Барак Обама продолжает отстаивать необходимость заключения сделки с Ираном. Игорь, вам слово. Спасибо, Катя. Действительно, президент Обама призвал американцев поддержать соглашение по ядерной программе Ирана, поскольку, по его словам, это лучший способ не допустить разработки Тегераном ядерного оружия. Некоторые американские законодатели по-прежнему проявляют скептицизм и обещают ожесточенные дебаты перед голосованием в Конгрессе. Президент Обама заявил, что ядерное соглашение с Ираном позитивно отражается на безопасности США, поскольку тщательные инспекции сделают практически невозможным скрытое создание ядерного оружия Тегераном. В ближайшее десятилетие инспекторы получат доступ ко всей цепочке поставок ядерных материалов, от урановых шахт и перерабатывающих установок, с которых они получают сырье, до заводов по производству центрифуг. По словам Обамы, отмена санкций не превратит Иран в доминирующую силу в регионе. Потенциал их обычных вооружений никогда не сравнится с израильским, а наша приверженность обеспечению военного преимущества Израиля служит дополнительной гарантией этого. Президент сказал, что если соглашение провалится, Иран сможет очень быстро создать ядерное оружие, что станет причиной новой войны на Ближнем Востоке. Неужели кто-то действительно сомневается, что те же голоса, которые сегодня выступают против соглашения, будут требовать, чтобы президент, кто бы им ни был, начал бомбить эти ядерные объекты? Однако некоторые американские законодатели по-прежнему относятся с подозрением к любому соглашению с Ираном. Доверяем ли мы иранским лидерам, которые продолжают скандировать «смерть Америке»? Какие будут последствия, если это соглашение не остановит Иран от разработки ядерного оружия? И по всему миру сегодня вспоминают жертв атомной бомбардировки Хиросимы. В самом японском городе на традиционной церемонии выступил премьер-министр страны и поклонился мемориалу с вечным огнем. В Вашингтоне тоже прошли мемориальные мероприятия. На одном из них побывал мой коллега Роман Мамонов. Дата август 6, ровно 8:15 утра для японцев – момент самой страшной катастрофы в истории страны. Момент, когда прервалась жизнь 60 тысяч обитателей города Хиросима. В эту минуту скорбный звон колокола звучит не только в самой Хиросиме. Эхом он отзывается по всему миру, в каждом городе, где живут выходцы из страны восходящего солнца. Скромную церемонию памяти жертв атомных бомбардировок Хиросимы в Вашингтоне в этом году провели в 34-й раз. Здесь нет государственных церемоний, пафосных речей и видных политиков. События вообще проводят организации, члены которой борются за запрет и ликвидацию ядерного оружия на Земле. И главное здесь те, кто пережил трагедию, лично увидел распустившийся в небе атомный гриб и развершийся после этого ад. Я был на верфи в тот момент. Все сначала услышали ужасно сильный звук взрыва. Выбежали на улицу, увидели прекрасное облако в форме гриба, которое появилось в абсолютно чистом небе и менялось в размерах. А потом нас накрыла ударная волна. Гора Мацуяма в тот момент было 16 лет. Мобилизованный работать на верфи школьник, а ныне 86-летний старик вспоминает, как видел улицы, покрытые телами погибших, дымившиеся руины там, где еще недавно был город. И эти воспоминания словно оживляют фотографию, размещенную в соседнем зале арт-центра. Специально к годовщине организаторы провезли экспозицию снимков и вещей из уничтоженных Хиросимой и Нагасаки. Несмотря на пережитые унижение от военного поражения и шок от атомной бомбардировки, японцы с присущей им педантичностью каждый день документировали жизнь уничтоженных городов, их восстановление, собирали вещи погибших и пострадавших, оставляя для потомков страшные свидетельства первой в мире атомной бомбардировки. Американка по паспорту, японка по происхождению Кацами Хасагава пришла на выставку с детьми, чтобы для них трагедия Хиросимы и Нагасаки не была просто событием из учебника истории. Мы, японцы, усвоили урок этой трагедии. Я помню, когда я была ребенком, у нас каждую неделю были уроки мира. Нам показывали фильмы о том, что происходило в Хиросиме и Нагасаки. Нам говорили, как и почему это случилось. И нам всегда говорили, больше никаких войн.
Интересно, что бомбардировщик, с которого была выпущена бомба на Хиросиму, после реставрации снова выставлен в Музее авиации и космонавтики в пригороде Вашингтона. И пока его посетители рассматривают сияющую металлом смертоносную машину, в этом маленьком арт-центре зрители создают фигурки оригами аистов. Символы сотен тысяч жертв в самой страшной бомбардировке, самой кровавой войны в истории человечества. Роман Мамонов, Анатолий Кошенко. Настоящее время. Вашингтон. И в продолжение темы. В национальном дендрарии в Вашингтоне растет особое дерево бонсай. Особенность его заключается даже не в том, что ему 390 лет, а в том, что оно пережило бомбардировку Хиросимы. Желтая сосна была подарена дендрарию в 1980 году японским мастером бонсая как часть более крупной коллекции растений. Через 2 десятилетия дерево навестили внуки мастера, и выяснилось, что на момент взрыва оно росло в теплице, расположенной всего в 2 милях от города. Судя по фотографиям, сосна находилась в тени. Именно это уберегло ее от гибели. Министерство образования Свердловской области распорядилось изъять из библиотек книги известных британских историков Джона Кигана и Энтони Бивера, объяснив это тем, что они якобы пропагандируют стереотипы, сформированные во времена Третьего Рейха. Школьным и вузовским библиотекам необходимо проверить наличие книг данных авторов и принять меры по изъятию из доступа. Целый ряд книг, связанных с историей Второй мировой войны, которые дают или рассказывают о начале войны, когда Советский Союз активно сотрудничал с Германией, пакт Молотов-Риббентроп, и что за этим последовало, или рассказывают о бездарности советского руководства, которое допускало невероятные человеческие жертвы во время операций военных, или рассказывают о бесчинствах русских, советских войск Красной Армии в странах Центральной Европы в отношении мирного населения. Вот все эти книги исчезают. В последние годы российские власти настоятельно предлагают простым россиянам отказаться не только от альтернативной исторической мысли, но и от западных продуктов и товаров. Но политические и бизнес-элиты, очевидно, живут по другим канонам. Российско-итальянский ювелирный дом Caviar разместил гравировки, посвященные Владимиру Путину, на американских часах Apple Watch. Позолоченные часы серии Apple Watch «Эпоха Путин» украшены панорамным видом Москвы, российским гербом и подписью президента России. Создатели продукта объяснили, что подпись Путина на американских часах символизирует, цитата, «стабильность, уверенность и верность своим идеалам». Конец цитаты. Такие часы могут стоить до 197 тысяч рублей. И продолжая имиджевую тему. У российского президента сейчас немного шансов на улучшение своего имиджа в Вашингтоне. В попытке заручиться симпатиями максимального числа представителей исполнительной и законодательной власти США Москва использует традиционное средство политическое лобби. О том, насколько эти усилия успешны, в материале моего коллеги Вадима Оленчева. С тех пор, как мировое сообщество ввело против путинского режима санкции, российские компании, избегая особого шума, пытаются повлиять на дальнейшие решения Конгресса и Белого дома в отношении Москвы с помощью лоббистов. Первыми ласточками в Вашингтоне, как сообщают источники в России и на Западе, стали российские энергогиганты. Например, такие как «Газпромбанк», крупнейшим акционером которого является государственный газовый концерн «Газпром». Попав в санкционный список Белого дома, он практически сразу же воспользовался услугами лоббистских фирм США, чтобы влиять на дальнейший процесс введения санкций. Также поступила другая газовая корпорация России, ставшая жертвой санкций – «Новатэк». Нанятые ими фирмы Corvis и Squire Patton Boggs зарегистрировали их в августе 2014 года, то есть уже месяц спустя после того, как санкции вступили в силу. С тех пор эти фирмы получили от российских клиентов в виде гонораров почти $1,5 миллиона. И вот теперь подконтрольный правительству России Внешторгбанк или ВТБ привлек вашингтонскую лоббистскую фирму Monatas & Monatas. Это семейный бизнес выходцев из Греции, который прославился защитой интересов этнических греков и греко-православной церкви. Авторитетная Washington-Post как-то назвала фирму M&M одной из самых влиятельных в столице. В число фирм, лоббирующих на Капитолий российские интересы, по неподтвержденным сведениям, входят и некоторые другие, предпочитая при этом оставаться в тени. Но пока усилия лоббистов не очень плодотворны, судя по тому, что в нынешнем году Министерство финансов США расширило список секторальных санкций. Однако Россия не собирается сдавать позиции. Не зря глава российского МИДа Сергей Лавров открыто возложил ответственность за падение валютного курса рубля на США.
Министр, в частности, высказал предположение о том, что Соединенные Штаты направляют свои усилия на свержение режима Путина. Такой резкий поворот от дипломатии к обвинениям и претензиям не сулит Москве никаких новых политических дивидендов. Источники в лоббистских фирмах, нанятых российскими клиентами, поведали репортерам, что их буквально обескуражило то, насколько русские не понимают сути процесса. Так, в 2008 году, когда новым послом Российской Федерации в США был назначен Сергей Кисляк, компании-лоббисты в Вашингтоне разработали целый план улучшения имиджа Кремля, включающий пресс-конференции, рауты с участием влиятельных лиц и прочие пиар-мероприятия. Все они были проигнорированы Москвой, и за последние годы отношение американцев к России только ухудшилось. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Делегация Конгресса США во главе с лидером демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси посетила Украину. На Майдане Независимости делегация почтила память героев Небесной Сотни. По итогам визита Пелоси сделала заявление о проведенных встречах. В нем говорится, что президент Украины Петр Порошенко подробно обсудил с законодателями вопросы укрепления безопасности, борьбы с коррупцией, роста экономики и снижения зависимости от российских энергоносителей. Американская делегация также провела переговоры с премьер-министром Украины Арсением Яценюком, мэром Киева Виталием Кличко, членами Рады и лидерами гражданского общества и бизнес-кругов. В России тем временем продолжают бушевать лесные пожары. Но даже там, где огонь удалось укротить, у людей появляются новые проблемы. Об этом расскажут наши коллеги в Праге. Катерина? Да, Игорь. Пожары, бушевавшие в Забайкальском крае в апреле, унесли жизни 11 человек, а сотни людей остались без крыши над головой. О том, как выживают погорельцы, Петр Шоломовский. Смотришь, как там скот горит, и не очень приятное зрелище. Наравне с пожарными и лесниками сражались с огнем и волонтеры. Скорее всего, все уже были на тех поселках, которые пострадали, ликвидировали либо последствия, либо еще угрозу этим населенным пунктам. Несмотря на все усилия, 57-й военный городок на окраине Читы выгорел почти полностью. Своими силами никак. Огонь вообще подошел к нам буквально за считанные минуты, что мы сами еле ноги унесли. 26 человек погорельцев с детьми нашли приют в центре по приему переселенцев из Украины. Но в отличие от беженцев с Украины, погорельцам все же обещали построить новые дома. Строители обещают закончить строительство уже к 15 августа. Посреди того, что осталось от 57-го городка, стоит ветхий панельный дом. В нем до сих пор живут 13 семей. Их дети играют на пепелищах соседских домов. К протекающей все последние 15 лет крыши жители дома давно привыкли. Электричество, отопление и крыша бежит. Вот это самое плохое. Сыростью воняет потом. В Забайкалье уже через месяц ждут заморозков. Но водонапорная башня и котельная сгорели весной, а власти не могут определиться, на чьем балансе должен находиться 57-й городок. Водоед, она зимой замерзнет, водонапорная башня, и все останется без воды. Там же тоже горела водонапорная башня. Природные пожары в Забайкалье повторяются каждый год. Власти, очевидно, не могут предотвратить пожары и справиться с их последствиями. Именно поэтому появились пожарные добровольцы, которые постоянно следят за обстановкой и сами участвуют в тушении пожаров. Но они не могут организовать отопление или провести чистую воду людям, чья трагедия продолжается уже после того, как пожары были потушены. Петр Шоломовский, специально для настоящего времени, Чита. При ликвидации последствий разрушительного селя в столице Казахстана Алмате Facebook оказался гораздо эффективнее МЧС. Через Facebook приходит помощь, там же люди жалуются на произвол чиновников. Мы продолжаем серию репортажей из Казахстана, где социальные сети во время стихийного бедствия фактически заменили собой государство. Штаб волонтеров, пострадавшим от селя Алматинском Карагайлы, расположен в просторном помещении местного кафе. Здесь собирается гуманитарная помощь, сюда стекаются алматинцы, желающие помочь. Продукты, воду и предметы первой необходимости распределяют сотрудники казахстанского общества Красного полумесяца. Их около 10 человек. Большая часть волонтеров приезжает в поселок благодаря социальным сетям. Именно по Фейсбуку очень много волонтеров приходят. И я вам точно скажу, мой телефон находится в Фейсбуке как горячая линия. Наиболее пострадавшей части поселка на улицах возле речки работы кипят до сих пор. Здесь наиболее отчетливо видны масштабы бедствия и понятно, что для их устранения потребуется еще не одна неделя. Очень необычно видеть на фоне бульдозеров и тракторов маленький «Пежо» с хрупкой девушкой за рулем. Лейла Касыманова, одна из активных волонтеров, развозит на своей машине продукты и воду пострадавшим. Я думаю, что если бы не Facebook, не
Кто бы там не знал, честно, потому что СМИ молчали. Я не понимаю, почему мы СМИ молчали первые дни вообще. Они говорили, в Спайском районе сошел всех Джексон, все. Но были же другие моменты. Самая большая проблема сегодня заключается в том, что вместе с потоками воды во дворы и дома принесло содержимое септиков, трупы скота и домашних животных. После того, как грязь и ил будут убраны, потребуется санитарная обработка. Возможно, какие-то постройки даже придется снести. На этом фоне официальная компенсация от государства в 200 тысяч тенге, это чуть более $1000, выглядит несущественно. Медвежонок и его друзья говорят, что они будут помогать до тех пор, пока не будут устранены все последствия селя. Им, в отличие от других волонтеров, уехать никак нельзя. Этот поселок для них дом. Дмитрий Беляков, Павел Ангельгард. Настоящее время. Другие темы. Игорь, эфир ваш. Спасибо, Катерина. Туристический Нью-Йорк сегодня – это не только Статуя Свободы, Таймс-сквер и Центральный парк. Все больше гостей стремятся познакомиться с другими районами города, в том числе и с Гарлемом, который некогда считался одним из самых опасных мест Нью-Йорка. Все больше туристов выбирают Гарлем для пеших прогулок. Эта часть города с богатой афроамериканской историей постепенно обретает признание места, без которого Нью-Йорк не Нью-Йорк. Знакомить гостей города с историей Гарлема вызвалась вот эта команда под названием Hash Tours. Бывший участник хип-хоп группы Crash Crew Реджи Рэг записал необычный аудиогид по району. Туристы стали интересоваться Гарлемом, поскольку хотят посмотреть места, которые еще не приелись. Они хотят познакомиться с настоящей жизнью города, они хотят увидеть Нью-Йорк. Присутствие и значимость, в частности для хип-хопа афроамериканцев, делают Гарлем самым очевидным местом для посещения тех, кто интересуется этой культурой. Hash Tours только один из примеров растущей индустрии туризма в Гарлеме. В знаменитом афроамериканском театре «Аполло» гости города могут посмотреть любительский спектакль и совершить экскурсию в прошлое, в те времена, когда здесь царили Джеймс Браун, Би-Би Кинг и Арета Франклин. А что с безопасностью? Ситуация меняется к лучшему. Все меня пугали предубеждениями. О, не надо ходить в Гарлем, там страшно. И я была совершенно удивлена, когда приехала сюда. Здесь совсем не опасно. Когда я росла, это место считалось очень криминальным. Говорили, что в Гарлеме убивали на улицах среди бела дня. На самом деле все не так. Здесь совершенно не страшно. Люди очень приветливые и дружелюбны. Центр исследования культуры чернокожих американцев Шомбург в прошлом году принял более 300 тысяч посетителей, что в 3 раза превысило статистику 3-летней давности. Одна из глобальных тенденций в организации путешествий сегодня – это упор на новый опыт. Туристы хотят окунуться в жизнь местных, им интересна сама жизнь районов. В этом плане Гарлем – одно из наиболее значимых мест с его богатым местным колоритом. В прошлом году Нью-Йорк поставил новый рекорд. По официальным данным, в Большое Яблоко приехали более 56 миллионов туристов. По прогнозам аналитиков, в этом году город примет более 58 миллионов гостей. А вы хотите быть вечно молодыми? Первый шаг в этом направлении пытаются сделать американские ученые, которые испытывают новые методы продления жизни и омолаживания. В одном из медицинских учреждений Пало-Альто, что в Калифорнии, проводятся клинические испытания с участием пожилых людей, больных синдромом Альцгеймера. Пациентам вводится сыворотка лимфы, полученная от доноров моложе 30 лет. Метод фактически основан на давно известном рецепте омоложения путем переливания старикам крови молодых. Ученые с высокой долей вероятности предполагают, что белки, содержащиеся в крови молодого человека, могут активизировать работу различных органов, включая и мозг. На этом наша передача подошла к концу. Мы благодарим наших коллег в Праге и прощаемся с вами до завтра. Оставайтесь молодыми. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Катерина Кочкина. Всего доброго и до свидания.